По представлению прокуратуры, Верховный суд Чувашии отправил в колонию бывшего сотрудника полиции, совершившего пьяное ДТП в День знаний. И Бресненским районным судом вынесен приговор в отношении бывшего участкового полномочного полиции ОМВД по Бресненскому району. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом А частью 2 статьей 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в состоянии опьянения. С назначением наказания в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Он также лишен права управления транспортными средствами на срок 2 года. Установлено, что 1 сентября 2021 года около 16 часов 38 минут 33-летний сотрудник ОМВД по Бресненскому району, находясь при исполнении своих должностных обязанностей в состоянии алкогольного опьянения, управляя служебным автомобилем марки УАЗ «Патриот», двигаясь по улице воинов-интернационалистов поселка Ибреси, пересек дорогу и выехал на обочину, примыкающую к половине дороги, предназначенной для встречного движения, где совершил наезд передней частью автомобиля на пешехода, прижав его к припаркованному автомобилю марки КАМАЗ. В результате совершения ДТП потерпевший получил травму, которая квалифицируется как причинившая тяжкий вред здоровью. После совершения ДТП сотрудник уволен из органов полиции по отрицательным мотивам. Прокуратура Бресненского района, не согласившись с приговором суда, обжаловала его в апелляционном порядке, отметив, что с учетом обстоятельств совершенного преступления виновный заслуживает более сурового наказания. Верховный суд Чувашии, согласившись с позицией прокуратуры, изменил вынесенное судом первой инстанции решение, назначив виновному наказание в виде реального лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. В течение 2 лет после освобождения из мест лишения свободы он также будет лишен права управления транспортными средствами. Прокуратура города Новочебоксарска потребовала обустроить тротуар и организовать уличное освещение в месте ДТП с участием автобуса. Прокуратурой города Новочебоксарска проведена проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 2 февраля 2022 года на улице Набережная. Установлено, что около 18 часов 18 минут возле дома 49 по улице Набережная водитель, управляя автобусом марки ПАЗ, совершил наезд на пешехода-пенсионерку. В результате происшествия потерпевшая получила различные повреждения, в результате чего скончалась в медицинском учреждении. Проведенный прокуратурой города проверкой установлены причины и условия, способствующих совершению дорожно-транспортного происшествия, которыми являлись отсутствие искусственного освещения на данном участке дороги по улице Набережная, отсутствие пешеходного тротуара, а также зауженная снежным бордюром обочина, в связи с чем пешеходы вынуждены были передвигаться по проезжей части. Одной из причин ДТП также предположительно являлись действия водителя встречного автомобиля, использовавшего дальний свет фар. По указанным нарушениям прокуратуры в адрес главы администрации города Новочебоксарска внесено представление с требованием обеспечить безопасное передвижение пешеходов по указанному участку местности, организовать пешеходную дорожку и надлежащее уличное освещение. По факту ДТП правоохранительными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По результатам проверки прокуратуры Маргаушского района начальник территориального отделения Центра занятости населения оштрафован за игнорирование обращения заявителя. Прокуратурой Маргаушского района проведена проверка по обращению местного жителя, который в сентябре 2021 года обращался с заявлением в отдел КУ-ЧР Центр занятости населения Минтруда Чувашии в Маргаушском районе. Однако о результатах рассмотрения заявления ответ не получил. Проведенной проверкой установлено, что заявление местного жителя было зарегистрировано в отделе 28 сентября 2021 года. На момент проверки подтверждающих документов о направлении ответа на обращение гражданина должностными лицами отдела не представлены. Данные обстоятельства свидетельствовали о нарушении требований федерального закона о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, согласно которому письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. По выявленным нарушениям прокуратуры района в адрес директора КУ-ЧР Центр занятости населения Минтруда Чувашии внесено представление. В отношении начальника отдела районного центра занятости возбуждено дело об административном правонарушении по статье 5.59 КоАП РФ. Постановлением суда виновное должностное лицо оштрафовано на 5000 рублей. Судебное постановление в законную силу пока не вступило.